Катарский публицист и журналист Файсал бин Джассам осудил арабские государства и некоторые мусульманские страны, подписавшие обращение в ООН с поддержкой геноцида уйгуров в Восточном Туркестане и лагерей перевоспитания, в которых содержатся миллионы мусульман. Файсал бин Джассам пишет следующее. Несмотря на то, что весь мир осведомлен о жестоком обращении китайских властей к уйгурам и другим мусульманам региона, некоторые арабские страны заявили о своей поддержке Коммунистической партии Китая. Это категорически неприемлемо. Те, кто поддержал геноцид и репрессии, будут отвечать за это перед Всевышним. Экономика Китая, предпринявшего важные шаги в торговой войне с США, несмотря на динамичный рост в начале года, продолжает свой исторический спад. Падение экономики Поднебесной пришлось на второй квартал этого года, достигнув уровня 6,2%, став тем самым первым подобным снижением экономики с 1992 года. Напомним, что экономика Китая в первом квартале этого года продемонстрировала неожиданный рост на 6,4%. Согласно последней информации, Китайский институт статистики объявил, что экономика сталкивается с внешними рисками. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что обеспокоена массовыми задержаниями уйгуров и других мусульман в уйгурском регионе. Пейн подчеркнула, что будет следить за ситуацией в Восточном Туркестане. Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность по поводу проблемы прав человека в уйгурском регионе, включая состояние объектов, в которых содержатся миллионы мусульман, сказала министр Пейн. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отныне продажа земли иностранцам будет запрещена. О запрете Токаев объявил вчера на расширенном заседании правительства. Правительство приступило к мониторингу землепользования для принятия действенных мер. Что касается моратория, принятого на основе Земельного кодекса, то к 2021 году мы должны принять окончательное решение по данному вопросу. Я надеюсь, что депутаты и общественность придут к единому мнению. Отныне продажа казахстанских земель иностранцам будет запрещена, сказал Касым-Жомарт Токаев. Евросоюз одобрил санкции против Турции за ее деятельность на континентальном шельфе Кипра. Об этом, ссылаясь на источники Европарламента, сообщило германское новостное агентство DPA. Согласно новостям, Евросоюз ограничит финансовую помощь Анкаре и приостановит переговоры по соглашению о воздушных перевозках.